«Таюк» и «Дагерен» – одно из первых сочинений известного якутского композитора Кирилла Афанасьевича Герасимова. Произведение увидело свет в 1990 году и по сей день чарует слушателей сочетанием стилей. С первой же ноты зал наполняют звуки национального таюка – главного украшения якутского народного пения. А затем к скрипке соло присоединяется фортепиано, которое исполняет традиционный протяжный дагерен – стиль, уходящий корнями в фольклор народа Саха. Произведению 32 года, и до сих пор оно остается ведущим сочинением, которое объединило и фольклор, и классическую музыку. Особая миссия ложится на плечи исполнителя – раскрыть тему любви к родине и природе, дань традициям и предкам, при этом совладать с пассажами, обрывистыми и мощными аккордами может только виртуозный музыкант. «Таюк» и «Дагерен» в исполнении Екатерины Рахимовой и Константина Маслюка. Я выпускница Высшей школы музыки, это был первый выпуск, наш класс. Сейчас я преподаю в Центральной музыкальной школе в Москве. Я родилась в поселке Покровск, тогда это был еще поселок. Начала учиться на скрипке я в Покровске у своей мамы в музыкальной школе. Когда открывалась Высшая школа музыки, проходил отбор, меня взяли, я поступила в первый же год. Я тогда училась в 6 классе. И со второго полугодия своего 6 класса я училась в Высшей школе музыки. Вместе с Екатериной в Высшую школу музыки в тот же год поступила и Надежда Иванова. Сегодня девушка также живет и работает в Москве и тоже пошла по преподавательской стезе. Сейчас я преподаю в Российской академии музыки имени Гнесиных. Продолжаю, собственно говоря, творческий путь уже здесь, в Москве. Год до поступления, я начала заниматься на виолончели. Начинала я учиться в Хандаге. И там была замечательная педагог. Она сказала, что девочка способна, наверное, стоит попробовать. Открылась школа сейчас. И, в общем-то, прошла отбор. Попала к замечательной Кошелевой Ольге Григорьевне, моей виолончельной маме, которой я безмерно благодарна. Собственно говоря, все мое будущее, настоящее, оно состоялось благодаря ей. Сегодня выпускники Высшей школы музыки занимают ведущие позиции музыкальной сферы. Композиторы, артисты филармонии, хомусисты, настоящие виртуозы исполнительского искусства. Например, Алексей Слепцов. Он тоже преподаватель, работает в Якутске, но также является частым гостем в Москве, приезжает с фортепианными концертами. Я работаю старшим преподавателем кафедры специального фортепиано и кафедры концертмейстерского мастерства Высшей школы музыки. А также являюсь педагогом, преподавателем Якутского педагогического колледжа, музыкальное отделение. Он заявил о себе в Киеве в 2007 году, став лучшим пианистом международного фестиваля. В 2014 стал призером конкурса концертмейстеров в Петербурге, а недавно, в ноябре 2021 года, стал лауреатом международного конкурса «Искусство 21 века». Признание, победы, овации, но кто бы знал, что с самым сложным испытанием Алексей столкнется в самом начале своего пути. Меня не хотели брать в музыкальную школу, начнем с этого, но все-таки мой отец уговорил моего педагога. Я сам родился в городе Верхоянске, на полюсе холода, наш северный город. В принципе, у меня родители оба музыканты, поэтому, можно сказать, у меня музыка в крови. Но обучаться игре на инструменте, на фортепиано, я начал достаточно поздно. Это было в 2001 году. Мне было 14 лет. Есть стереотипы, что 14 лет – это поздно. Это все-таки как спорт. Недавно спортсмены говорят, лучше начинать в 5-6 лет. То же самое и в музыке. Лучше начинать в 6-5, хотя бы в 7-8, но не в 14. Но все-таки
Не знаю, может, благодаря таланту и трудолюбию я справился. Потом все дальше как-то пошло быстро. Я экстерном закончил 2 года. За 2 года 7 классов музыкальной школы. Дальше я поступил уже в музыкальный колледж имени Жиркова и высшая школа музыки. Высшая школа музыки всегда открывает большую дорогу своим выпускникам. Основанная в 1992 году, она стала альма-матер сотням виртуозных артистов. До сих пор школа, не снижая оборотов, работает во благо музыки. В ВШМ учатся лучшие из лучших. Но вот так вот получилось, что действительно тогда был энтузиазм, тогда действительно очень много детей прослушали и выбрали. Вот действительно у нас такой девиз, что в ВШМ учатся самые лучшие ученики и их учат самые лучшие преподаватели. Она официально в 93-м открылась, а учебный процесс у нас начался с февраля 94 года. Вот с февраля 94 года я работаю в Высшей школе музыки. Набор был очень тщательный. Прослушали большое количество детей. Получается, что было около 30 человек на место. Выбрали, что называется, самых талантливых. И действительно, вот сколько я работаю, я и в приемной комиссии работала потом много лет. Первый набор, он все-таки самый качественный, самый такой у нас талантливый, самый далеко ушедший. Секрет, в том, что, во-первых, там лучшие педагоги, которые учились в Санкт-Петербурге. Вот моя Лариса Иннокентьевна Габушева, у которой я училась, она заканчивала Санкт-Петербургскую консерваторию. Создали условия идеальные для обучения, для проживания детей, комфортные условия для работы. И отбор проходит на конкурсной основе, пройти могут ребята одаренные. На момент поступления происходит отсев тех, кто не сможет посвятить свою жизнь музыке и стать профессионалом, кому не стоит этим заниматься. И, соответственно, получается результат. Тяжело, но благодаря тому, что мы все эти сложности проходили вместе, мы были заняты делом, любимым делом, вот, благодаря этому как-то все это... Да, школа жизни, конечно, была непростая, тут скрывать ничего не имеет смысла, вот, но сейчас мы понимаем, что именно это нас закалило, вот, и благодаря этому мы чего-то добились, каждый из нас. И добились немалого. За каждым выпускником стоит не просто школа мастерства, но и большой труд. А вкупе с талантом и стремлением постигать новые горизонты успех просто неизбежен. Высшая школа музыки может гордиться своими выпускниками. Сегодня они прославляют не только классическую музыку, но и национальную. Вся жизнь посвящена музыке. С 9 утра до часу музыкальные предметы, сольфеджио, теория музыки, история музыки, гармония, специальность, общее фортепиано. А после обеда общеобразовательные предметы. Тут другой мир. Вот эти коттеджи канадские, новые, только что построенные, такой дух иностранный, все другое, не Советский Союз, уже. И мы сразу какими-то другими начинали становиться. Мы начали взрослеть быстрее. На нас очень большая ответственность была. Напоминали, что вы избранные, вы прошли большой конкурс, на вас возлагают большие надежды, вы лицо республики. А еще в Москве живет и работает Ирина Дагуева, выпускница Высшей школы музыки, кларнетист Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Со сдержанной грацией и изяществом она исполняет музыку абсолютно разных жанров – от классики, джаза, эстрады до рока. Именно Ира сегодня является связующим звеном всех выпускников Высшей школы музыки в Москве. Той, которая не раз собирала друзей по школьной парте, одноклассников под сводами концертных залов столицы и Якутска. И той, за плечами которой также стоит маленькое чудо родом из детства. Я родилась в Верхневилюйском Улусе, село Хоро-Харинцы. Я оттуда родом, мой папа
это родина моего отца. И в 8 лет я поступила в высшую школу музыки. И вот научилась быть музыкантом. Потом я приехала учиться в Москву, в Российскую академию музыки. И после завершения обучения я сразу стала вот работать в Русской филармонии. Сыграла конкурс. И с 2008 года до сих пор работаю в этом коллективе. Я где-то с 3-4 лет выступаю на сцене, я пела, танцевала. Как раз вот в 1994 году открылась музыкальная школа, высшая школа музыки, да, специализированная музыкальная школа, которую основал наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Папа прочитал объявление в газете о том, что проходит набор. Родители вот решили вот таким вот образом поступить. И я поступила в школу. Сразу решились участвовать на конкурсе в Вилюйском регионе. Там, значит, Вилюйск, Верхневилюйск, Сунтар и Нюрба. В конкурсе было где-то около, больше 60 участников. Комиссия выбрала только 4. Среди них была Ира. Мы так обрадовались. Вот с этого момента у нее уже совсем другая жизнь началась. Тебе 8 лет, ты оказываешься вдали от своей родины, оказываешься вдали от своих родителей. Все, ты уже совершенно взрослый, самостоятельный человек, 8-летний. Какие у тебя были эмоции и впечатления вот именно в первый день нахождения в высшей школе музыки? Первое мое впечатление — пригородный автобус Табагинский. Я увидела из окна, и мне сказали, что вот она, твоя школа. И я увидела деревянные дома. У меня было полное разочарование, потому что я же из деревни родом, а там деревянные дома. Мне же сказали, что я еду в город учиться, а город для меня это значит высокие каменные дома. Я думала, я буду на лифте кататься. Вот, а тут двухэтажные, одноэтажные деревянные дома. В общем, вот такое вот у меня было первое разочарование. Но когда я уже зашла в эти здания, конечно, там все совсем из других материалов, все совсем другое. И это было все мне очень интересно, так что у меня не было какого-то стресса такого, что я вот сидела, плакала, скучала, тосковала, ничего такого не было. Но первые 2 года мне было сложно именно вот на кларнете. Наверное, чисто физически мне было сложно, потому что я маленькая совсем была, и мне сразу дали вот такой большой инструмент. Вот. Нет, а так как каких-то особых трудностей, вот прям трудностей я не испытывала. Все было очень интересно. Мне очень понравился звук кларнета, и мне очень понравился мой преподаватель Валерий Федорович Беляев, самый добрый человек. Она очень показала себя требовательной, и она с первых уроков показала себя способной и одаренной. Потому что маленькая, когда была, она начинала заниматься на скрипке, поэтому у нее были хорошие все данные для музыкантов. Дети не все понимали музыкальную грамоту, вот. А она у меня была как переводчица. Когда она стала заниматься, она была первая девочка фактически, девочка, которая играла на кларнете в Якутске, учиться. Никого еще не было таких. Часто я приезжал рано, в 8 утра, это было март месяц, и девочка стояла и ждала меня. Автобус пока задержится, опаздывает. Она все равно меня ждала, стояла, приходила. И мне понравилось то, что она была исполнительной в этом отношении. Это редкость такая, чтобы дети ждали педагога, будем что говорить, и не ждут, и не приходят даже. Первые уроки на кларнете, первые успехи в исполнительском искусстве. Еще будучи школьницей, Ира добилась убедительных побед в музыкальных конкурсах. Ей аплодировал Владивосток, Новосибирск, Петербург и Москва. Благодаря стараниям, во многом характеру и темпераменту, карьера кларнетистки развивалась также стремительно. В старших классах в параллель учебе Ира уже работала музыкантом в театре оперы и балета имени Суаруна Амеллона. Уже с 14 лет она начала работать.
Но вот Валерий Федорович, я не знаю, будет он говорить об этом или нет, но у него такая методика практикоориентированная. Он посадил своих учеников рядом с собой, потому что это действительно самая настоящая практика. И они переиграли практически весь репертуар, но совсем с молодых ногтей. Несмотря на то, что она и в театре работала, и у нас все-таки много дисциплин. Знаете, высшая школа музыки – это и общеобразовательная школа, и музыкальные предметы, и все-таки там необыкновенная музыкальная школа, там завышенные у нас требования. Она все успевала, тем не менее, действительно. Голова хорошая. Мне многие говорили, зачем ты девочка, еще и 14 лет, даже меньше было тогда, а там взрослая, и хорошо же. Смотрела, к этому как-то спокойно относилась и заиграла, и она очень прекрасно среди них выглядела, не терялась. А играть такую музыку и известных композиторов, как Чайковский, Римский, Корсаков. Ира с самого детства стремилась стать виртуозным исполнителем, но не познав всех азов, невозможно проникнуть вглубь искусства. Поэтому после высшей школы музыки для нее открылись двери именитой Гнесинки в Москве, Российской академии музыки, а затем и консерватории в Париже. Вообще мне очень повезло с моими учителями. Это вот в высшей школе музыки был Валерий Федорович Беляев. Все мои учителя были не просто вот выдающимися профессионалами, да, но самое главное, что они были выдающимися людьми. Человеческие качества всегда были на высоте. Годы обучения тоже были интересными. Я участвовала тоже в разных конкурсах. Так получилось, что у меня была стипендия фонда Ростроповича. И вот с помощью этой стипендии я отучилась, у меня появилась возможность отучиться в консерватории в Париже 1 год. И училась я у знаменитого французского профессора Мишель Арньон, его зовут. И это был, конечно же, необычайный опыт. Французская кларнетовая школа очень сильная, она, можно сказать, передовая вообще на международном уровне. И я выбрала именно Францию, именно Париж, именно этого профессора, потому что я понимала, что это лучшее, и я хочу вот перенять опыт у лучших. Закончив учебное заведение, я поступила, сыграла конкурс и работаю в Русской филармонии. В исполнении Ирины, что Вивальди, что Пьяццола или Брамс, звучат так, будто эта музыка только на кларнете и может быть по-настоящему исполнена. Что играем, скажите? Играем по поле. Правильно. Композитор кто? Тихо. Сначала, да? Да. Пошли. Это попурри связывает несколько поколений учащихся школы. Они оттачивали эту мелодию в стенах родной школы, спустя годы также искусно исполняют ее в Москве. Родина и вот эта индивидуальность, это как самоидентификация, да, получается. Национальность, родина — это все важная часть твоей индивидуальности. Таким образом, я развиваю свою индивидуальность. Конечно, я скучаю, и я скучаю за тем, чтобы, за якутской речью. Мне хочется регулярно на этом языке общаться, на своем родном языке общаться. Самое прекрасное в человеке – любовь к родине.
У Ирины эта любовь слышна в каждом аккорде. В Москве она даже организовала концерт выпускников Высшей школы музыки, посвященный столетию поспредства Якутии и автономии республики. На праздничном вечере она собрала золотой состав музыкантов, тех, с кем разделяла школьную парту, и тех, кто гордо носит звание выпускников Высшей школы музыки Якутии. Ваши аплодисменты, друзья. Шепелева Валерия, Степанова Надежда, Евгений Богомолов и Дагуева Ирина. Она пригласила поучаствовать, да, в концерте выпускников, и я с удовольствием откликнулась, и мы как раз все встретились, вот, как-то вспомнили, да, нашу атмосферу наших отчетных концертов, вот как-то все это навеяло. Она была тоже, в общем, достаточно активной и целеустремленной, потому что, ну, вот результат мы видим, да, без этой целеустремленности, да, и упорности, которая проявляется с самого детства, невозможно достичь того, чего достигла она. Ну, во-первых, она была всегда очень серьезным ребенком. Если мы еще какие-то были там шаловливые, что-то там баловались, Ира всегда была очень серьезная девочка. Ну да, Ира, в общем-то, это сейчас наше связующее звено всех выпускников, какие-то мероприятия, которые проходят в поспредстве, концерты, какие-то встречи, это все она организовывает, да. Жора Байдютов, он тоже сейчас в Москве. Михеев Николай, произведение которого играли недавно на концерте. Это ее однокурсник. Иванова Надежда Виолончелистка, она тоже у меня училась. Она тоже принимала участие в этом концерте. Ну, в общем, действительно, ребята не подвели. Вот после концерта 16 марта мы с ребятами, окрыленные, вдохновленные, конечно, мы наметили некие планы. Мне понравилось организовывать концерты. Да, вот, допустим, в 2018 году было 25-летие нашей школы, и мы с моими друзьями организовали такой поздравительные концерты для нашей школы. Совместно с филармонией мы дали концерт на площади Ленина. И мне с тех пор вот очень понравилось, и я бы хотела серьезно в этом направлении развиваться. Мне понравилось вот направление якутская музыка, исполнять якутскую музыку. В этом направлении работать. Только за одним мелизмом у музыканта стоят десятки репетиций. За одной исполненной композиции годы стараний, умение видеть прекрасное, желание не останавливаться на достигнутом не просто отзываются у слушателей громкими аплодисментами, но и помогают брать еще большие высоты. И если музыка способна наполнить жизнь каждого человека смыслом, то творчество говорит гораздо больше, чем слова. Музыкант служит музыке или все-таки музыка музыканту? О, тут 100%. Музыкант предан музыке. Музыка это вот. Музыка не может служить. Она может помогать человеку, музыканту, слушателю, но не может служить. Это музыкант служит. Вообще мое время обучения в канадской деревне, на канадской высшей школе музыки, я там училась 10 лет, это я считаю вот до сих пор это мои самые счастливые годы. Очень было насыщенное обучение. И мне на моем музыкальном пути встречались только самые лучшие люди, начиная от моего педагога, заканчивая, вот Валерий Федорович, да, заканчивая Ростроповичем. Ну, если бы я не стала музыкантом, ну, когда бы я встретила этих людей? Ну, никогда. Мы зарядились там настолько теплым, вот таким семейным духом. Мы одна семья. Вот это, пожалуй, самое главное.
Айсена Пурнашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин. Москва, Якутск.